У меня нет вопросов. У меня вопрос. Разрешите? Так, вот вы хотели видеть, что исчерпывающий перечень в этом законе вы имели в виду, да? Имеете в виду? Да. А Потому что я вы... посмотрела закон о национальной безопасности, там только дана вот такая терминология, но исчерпывающего перечня, что является угрозой национальной безопасности, этого нету. То есть, получается, можно любое действие. Почему у опасения у Адилет, я думаю, представителя Адилет, это из-за того, что любое действие лица можно как бы притянуть за уши как действие угроз, как угрозу национальной безопасности. Чтобы такого не было, необходимо конкретно прописать, что вот это может являться и расцениваться как угроза национальной безопасности. Еще раз, можно еще вопрос? Вам недостаточно закона о национальной безопасности, где указывается конкретный перечень и доводы там, в каких случаях там привлекается, на что должны граждане соблюдать законы? Вы знакомы с этим законом? Да, я его посмотрела, но я еще раз говорю, что если существует размытая норма, она дает как бы волю фантазии лицам, как лицам, которые привлекают, так и лицам, которые защищаются. Поэтому если заключение о том, что существует угроза национальной безопасности, оно не дается судом и не рассматривается судом, то оно может служить каким-то как бы нарушающим права человека обстоятельствам. У вас есть еще вопрос? Нет? Есть вопрос? Ачурия Калбековна, вы как представитель Акикачи получаете жалобы наших граждан, да, мониторите некоторые процессы. Скажите, были ли какие-то жалобы на действия комиссии по гражданству или лиц, которые готовят эти заключения, чтобы можно было бы сказать, что есть люди, которые жалуются на тот порядок или, скажем, на те угрозы национальной безопасности, которые, как вы говорите, на сегодняшний день не так четко определены? Вопрос на сегодняшний день у нас только жалобы по срокам, то есть что не выдерживается 6-месячный срок, что они подали документы, но до сих пор не получили ни ответа, никакого, ни необоснованного отказа и ни ответа о том, что оно принято, лицо принято в гражданство. Только 2 таких у нас заявления было. Все, да. У меня есть вопрос? У меня есть вопрос тогда к вам. Тут представитель ГО «Кызмат» как раз приводил пример. Я просто к тому, что если вы считаете, каким образом можно сформулировать полный перечень, потому что он не может быть ограниченным. Вот в чем проблема. Мы не можем там написать и так далее, или тому прочее. Вот в чем дело, да? Чтобы он охватывал весь перечень возможных угроз национальной безопасности. Вот он пример привел, да, по поводу террористического акта. Ладно, терроризм, а если этот человек просто там маньяк, насильник какой-то, который тоже еще не выявился, да, который только, потому что на самом деле, и это правда, приобретение гражданства чужого государства, он является одним из методов избежать какой-либо ответственности, где он находится, да. И это к этому методу прибегают весьма часто. Ну вот он, да, он террористом не является, да, он не является, он не причастен к наркобизнесу. Ну он вот такой, да, вот он системный насильник или там, я не знаю, маньяк какой-то, да, к примеру, который тоже не выявился, а вот к тому моменту, к моменту рассмотрения его дела в наших, скажем, в наших органах, скажем, в той же комиссии, что есть серьезные подозрения где-то на территории другого государства, что вот он как бы является просто опасной личностью, скажем, вот так сформулировать. Но мы не можем написать опасные личности. Мы сейчас исходим из практической точки зрения, да? Как это вообще реализуется? Вот с этой точки зрения он хороший пример привел. Кстати, там к тому моменту, когда он хотя говорил, например, возможно, такой случай был, он еще не был признан ни террористом, ни человеком, совершившим преступление.
Я отчасти согласна, но все-таки хочу сказать, что да, жизнь не стоит на месте. На это у нас существует законодательство, и есть упрощенный порядок принятия законов. Да? Нельзя, например, тот же российский закон о гражданстве, он вначале содержал 18 статей, по которым можно было лишить гражданства. На сегодняшний день его планируют поднять до 64 оснований. То есть, следовательно, изо дня в день, по мере того, как проживает жизнь наше государство и наши граждане, меняются основания, то есть дополняются, либо прекращаются, убираются одни, добавляются другие. Ну, Это жизнь, поэтому... если как раз, если, например, исходить из того, что мы будем законы принимать уже по мере возникновения проблемы, это разве является решением проблемы той самой, да? Потому что к тому моменту ты не можешь использовать это основание. Ну, К до тому этого моменту. же есть процедура проверки, можно 2 месяца держать, пока будут Ну, не проверять знаю. обстоятельства. Хорошо. Ну, в общем, ваша позиция понятна. Присаживайтесь.